всероссийской акции «Жена героя» Комитет семей воинов Отечества в Республике Саха-Якутия в рамках мероприятий Дней армейской культуры в Республике Саха-Якутия совместно с историческим парком «Россия. Моя история» открывает фотовыставку «Семьи героев», посвященную Дню России. Нельзя остаться равнодушным к фотопроекту, который мы сегодня здесь открыли, наблюдаем и проникаемся с каждой фотографией. Жены, мать, сестры наших героев из разных уголков нашей республики. Этот фотопроект объединил женщин. И, конечно же, мы со своей стороны просто обязаны его поддержать. Данный проект проходит на территории города Якутска в поддержку военнослужащих, добровольцев и мобилизованных мужчин. Женщины, матеря, жены, дети, надев кителя своих близких членов семьи, тем самым поддерживают своих родных, показывают, что они являются надежным тылом. Мы должны поддерживать наших мужчин. Сегодня мы, Алёкинский район, тоже присоединились к данной выставке «Семья героя». Это у нас жены и матеря погибших участников специальной военной операции. В этих фотографиях очень хорошо отражено, мы гордимся этими ребятами. И память о них будет всегда в наших сердцах. Тот долг, который они отдали, это ценой своей жизни, участие в специальной военной операции. Мы очень горды, что наш проект расширяется, что наши жены, наши семьи идут, принимают участие в данном проекте. Такая же идентичная выставка будет во всех регионах нашей необъятной Якутии. Сегодня мы стали с вами участниками уникальной выставки. Уникальная выставка, объединяющая семьи героев. Великая Россия и великая победа, которая всегда вместе с нами. Код победителей, который передали по эстафету наши прадеды и деды. И нам нужно гордо нести знамя победы вперед. В историческом парке «Россия. Моя история» продолжает свою работу выставка «Треугольники судьбы», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Впервые якутяне получили возможность увидеть подлинные фронтовые письма из фондов Национального архива Якутии. Мультимедийная выставка представила как подлинники, так и копии писем, а также их озвученные версии. Среди экспонатов представлены оригиналы писем, написанные легендарным снайпером Дмитрием Гуляевым, чьи меткие выстрелы спасли сотни жизней. Братьев Поповых, Дмитрия и Константина, павшего смертью храбрых. Гаврила Ефимова, педагога, поэта и общественного деятеля, чьим именем названа улица в селе Чурапча, Якутии. Особую трогательность выставки придает переписка Всеволода Бочковского с семьей и пронзительные стихи Гаврила Ефимова, которые он посвятил любимой жене. На войне, когда бывают трудные минуты, успокаиваешь себя, ведь сзади тебя Родина, она ждет тебя с победой. Тебя ждет твоя любимая, кого жена, кого подруга. Твоя вера и надежда еще больше обязывает меня бороться за жизнь, за счастье, за тебя и за многих других, как мы с тобой. Как ты уверена в своих словах, в своей вере о встрече. Да, это наше счастье – встретиться и вновь начать нашу дружбу и жить, коротать свою жизнь до преклонных лет. Ну, очень приятно, что в таком формате проходит, да, и сейчас такой юбилейный год. Это для общения с молодежью, это очень патриотично. Дедушка ушел в августе 41-го, пришел в декабре 45-го. Очень долго его ждали. И, конечно, он всей душой стремился к своим родным и близким. При этом он писал, что мы все правильно делаем, мы справедливы. Вот это общение с родными, да, дедушка даже природу описывал, как писатели тогда описывают, да, понимаете, тоже в каждой строчке вот такая душевность прослеживалась. Ну, зная этого человека, это вот очень близко твоему сердцу, твоей душе. Из 12 авторов фронтовых писем только 4 смогли вернуться с фронта домой. Выставка «Треугольники судьбы»
Это рукотворная память победы о наших героях, погибших на полях сражения Великой войны прошлого века. Наш парк открыт для самостоятельного посещения, но лучше записаться на экскурсию, и тогда мы вам расскажем о том, какие цари выпрыгивали в окна Кремля, потому что никакими царями на самом деле и не являлись. О том, как передвижные города мешали восточной работорговле. И о том, как русский император чуть не стал магистром духовного рыцарского ордена. В этом году экспозиция Романовой была обновлена. Добавлено множество новых тем и интересных фактов, от подстаканников до трехлинейных винтовок. «80 лет Победы. Без права на забвение. От первых минут войны до последних часов. История о великом подвиге на нашей экспозиции. Архивные документы и видеозаписи. Люди и события. Подвиги и лица. О якутянах, не жалевших себя в боях за Родину на нашей региональной выставке. Здравствуйте! Исторический парк «Россия. Моя история» подготовила каникулярную программу по средневековой тематике, где дети могут пострелять из арбалета, поучиться средневековому письму, экскурсию и также познавательная квест-игра, где дети будут разгадывать интересные и веселые загадки. Детям очень понравилось. Исторический парк очень хорошее мероприятие проводит. Спасибо вам. Мне очень понравилось в музее «Россия. Моя история». Здесь много развлечений для детей разного возраста. Я его всем советую. Мы из лагеря «Бизончик», и мы приехали сюда, чтобы посмотреть на этот музей. В этом музее есть разные исторические искусства, картины и очень веселые игры. Нам очень понравилось, и мы приедем еще раз сюда. И ждем вас на историческом парке «Россия. Моя история», Ксенофонта Уткина, 5. Двадцать 24 июня в историческом парке «Россия. Моя история» откроется выставка Аар-Саха, созданной талантливой художницей Светланой Иннокентьевой. Экспозиция представляет собой уникальное сочетание традиционных художественных полотен автора с инновационными мультимедийными технологиями. Ожившие картины потоковой художницы погружают зрителя в мир духовности, заставляют задуматься о своей принадлежности к этому миру и связи со Вселенной. Выставка, раскрывающая личное восприятие художницы культурного и духовного наследия народа Саха, предлагает посетителям уникальный опыт самопознания и философского осмысления бытия. Через символическую и метаморфическую интерпретацию традиционных мотивов автор приглашает зрителей к диалогу с вечными вопросами человеческого существования. Кто я? В чем смысл жизни? Какова природа Вселенной? Таким образом, выставка Аар-Саха – это не просто художественное событие, но и значимая культурная и философская платформа, которая способствует глубокому пониманию культурных и духовных традиций народа Саха в контексте современных реалий. Уважаемые жители автодорожного округа, в связи с ремонтом заложенная библиотека «Мир приключений» теперь находится по адресу Уткина, 5, исторический парк «Россия. Моя история». В
парке действует режим читального зала и абонемента. Можно взять книги на дом, либо остаться почитать в спокойной атмосфере. Также библиотека проводит выездные мероприятия, мастер-классы, квизы, викторины и библиотечные уроки. Мы ждем вас до 10 сентября. Премия главы Республики Саха-Якутия имени профессора Михаила Федоровича Габышева в номинации «Музей года» присуждается автономному учреждению Республики Саха-Якутия музейный комплекс «Моя история». Диплом вручается директору Соловьеву Дмитрию Ивановичу. Мы гордимся званием музея вообще в целом, да, ну и то, что сегодня мы получили оценку «Музей года», это в первую очередь, конечно, заслуга нашего коллектива, заслуга довольно молодого коллектива. В прошлом году 127 тысяч человек, это самый высокий показатель за все годы нашей работы. Россия. Моя история – это единственный крупномасштабный мультимедийный исторический парк в Якутии. Он известен не только своими выставками, но и как современное пространство для проведения мероприятий. Парк приглашает к сотрудничеству. Мы предлагаем удобные и вместительные помещения с созданием уникальной атмосферы для вашего события. Участникам мероприятия парк предлагает увлекательную экскурсию по своим экспозициям и погрузиться в богатую историю России. Мультимедийное оборудование парка поможет вам провести мероприятие любого формата, от малых форм до грандиозного шоу.